Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие и любимые зрители, с вами ваша Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Что ждет вас в ближайшие часы, в ближайшие дни? Но прежде чем мы начнем, всех вас сердечно благодарю за то, что доверяете и выбираете быть со мной, за вашу невероятную и очень теплую поддержку. Земной вам поклон. Итак, мои хорошие, настраивайтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя мысленно, либо вслух задайте свой вопрос. Что ждет в ближайшие часы, в ближайшие дни? И я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ближайшие часы, ближайшие дни. Но здесь вам чье-то сердце откроется. Вот как ни крути, сердце откроется. Либо человек вам признается в своей любви, в своей сердечной привязанности, в сердечном волнении по поводу вас. Либо вам достоверно станет известно, что какой-то человек вам неровно дышит, влюблен, либо любит и очень сильно вами интересуется. Информация, конечно, скандального характера, особенно если вы не свободны, либо не свободен, смотрит меня мужчина. Но то, что вы узнаете, это правда. От первого и до последнего слова. Без ничего лишнего. Да? Вот именно правда. Вы узнаете, что вас любят. Тайный поклонник, явный поклонник, это не важно. Вам признаются в любви, либо достоверно станет известно, что кто-то в вас влюблен. Долго будете об этом думать, долго под впечатлением будете ходить. Для кого-то это прям проблема, дилемма, проблема, ну как так, да, что теперь делать? А для кого-то это будет наоборот прям такой глоток счастья, глоток радости, если симпатия, либо влюбленность взаимна. То есть будет очень приятно, очень хорошо, прям счастье поймаете, да? Будете чувствовать, что не ходите, а летаете. Дальше, мои хорошие, здесь какие-то слова, то ли переписка, то ли что-то будете читать, да, вот слова, которые вам нравятся, слова, которые вам были нужны. Может быть, какую-то важную информацию получите, прочитаете, найдете. Может быть, кто-то вам напишет именно то, что вам было интересно, то, что вы искали, то, что вы спрашивали. Да? Вот кому-то обращались с конкретным вопросом, человек вам ответит. Либо вы там поиск в интернете, да, вот наберете то, что вас интересует, и раз вам сразу же попадется нужная, честная, правильная информация. Прям поглощаете эту информацию, можете так прям зачитаться, да, много времени на это потратить, но время будет потрачено с толком. Так, кому-то из вас придется за двоих, а то и за троих поработать. Ну, тут какая-то ситуация очень непростая. Может быть, кого-то подменить, заменить, плюс своя работа. Может быть, вам предстоит быть в роли 3 разных людей, да? То есть попробовать себя там и в одном деле, и в другом, и в третьем. Опять же, может быть какое-то событие, да, и нужно что-то срочно, быстро сделать, и помощников нет, либо они не вышли, либо что-то там случилось, заболели, например. В общем, придется, конечно, поработать. Я вижу физическое утомление, переутомление, и даже какая-то ломота в суставах может пойти. Поработали, отдохните. Это вот прям такое правило, да, не перегружайте свой организм и также не перегружайте нервную систему всякими там переживаниями и мыслями. А все ли я правильно делаю, а понравится, не понравится, это уже не важно. Вы это делаете, значит, все будет хорошо. Ну и давайте организму расслабиться, телу давайте расслабиться, отдохнуть. Может быть, вам следует сходить на массаж, может быть, просто принять ванну там, с солью, допустим, тоже очень хорошо расслабляет.
ложитесь спать пораньше в этот день, да, чтобы тело могло отдохнуть. Вот вижу тяжелую работу. Может быть, на огороде будете работать. Чувствуете себя и грузчиком, да, носить какие-то вот там семена, либо рассаду, и пахарем, да, который вскапывает, подготавливает землю, и садовником, который там все обрезает, подчищает. Ну вот вижу, что переутомляемость идет, и вот тело может реагировать, вот поболеть может что-то у вас, руки могут, ноги болеть, да, суставы болеть. Но надо отдыхать, да, поработали, отдохните. И не забывайте хорошо и правильно питаться, полноценно питаться. Не перекусы, не лишь бы что-то в рот положить, а именно полноценный должен быть рацион. И водичку тоже пейте. Так, дальше. Вот здесь какие-то неожиданные претензии, адресованные вам, но как не по адресу мне идет, да? Может быть, кто-то к вам придет с претензиями, начнет вам говорить, там, высказывать, а вы скажете: так, извините, вы адресом ошиблись, это не я, да? Либо я вообще ничего не решаю, либо я здесь ни при чем. Ну вот как-то, знаете, недоразумение показано, недоразумение. Человек, который к вам придет, будет сконфужен, и человек будет прям расшаркиваться и извиняться, да, вот честный человек, вот не прав, извиниться, да, вот прекратится вот этот напор, наезд, либо претензий. В общем, как-то еще потом мило пообщаетесь, и долго будете об этом думать, вспоминать, скажете: ну надо же, да, вот такое событие. Так, еще вижу, что вам придется потратить много времени, больше, чем вы рассчитываете, на то, чтобы своего добиться. Здесь как звезду поймать, да, вот добиться своего, добиться положительного решения, либо исполнить то, что вы задумали. Времени больше придется потратить, но опять же, это не от вас зависит. Это зависит от тех людей, с кем вам придется общаться, коммуницировать, вести диалоги, переговоры. Может быть, работоспособность этих людей тоже влияет. Да? Один человек быстро что-то может делать, а другой прям там, час по одной бумажке перекладывает. Да? Не все от вас зависит. Больше времени придется потратить. И вижу, что придется потом как-то на ходу корректировать какие-то планы. Может быть, вы думали, что управлюсь там за час, а придется потратить 2 часа. Да, а при этом вы с кем-то договорились там встретиться, либо, может быть, в другое место должны были пойти, у вас запись была. Да, вот придется все менять. Да, надо всегда время с запасом брать. Не все от вас зависит, еще раз повторюсь. Если бы от вас зависело, да вы бы за 3 секунды сделали. А так как и другие люди участвуют, да, могут быть всякие там недоразумения, накладки. Так, муж. Чей это муж? Кто муж? Признавайтесь. Если вы дама замужем, да, показывают вашего мужа, то ваш муж с приятными, хорошими новостями к вам придет. Ну, тут либо отзвониться может, если он где-то в городе по делам, да, вот звоночек от него, он такой: жена, танцуй, да, что-то хорошее случилось, и давай вам рассказывать, поднимать настроение. Если вы чей-то муж, то вы какие-то очень хорошие то ли новости услышите, то ли с вами что-то очень хорошее произойдет. Вы очень порадуете свою жену. Мне даже кажется, что ваша жена будет больше радоваться, чем вы. Вот за вас больше радуется, чем вы сами за себя. Прям такая какая-то реакция идет невероятная от жены. Ну, что есть, то есть. Главное, чтобы действительно повод был хороший. Дальше какие-то люди вместе кучкуются, собираются, а вас не зовут. Либо когда вас видят, прекращают разговаривать, либо в рассыпную. Да, и так тоже может быть. Плохое не думайте, они неплохое обсуждают, наоборот, что-то хорошее. Может быть, у вас скоро именины, и они все думают, вот чтобы вам такое подарить, да, может быть, там денег сброситься, чтобы купить один очень хороший подарок, стоящий подарок. Может быть, они знают о каких-то ваших проблемах и все хотят помочь, да, и вот они обсуждают, что мы можем сделать, что мы можем предпринять. То есть явно здесь не про плохое, здесь именно про хорошее речь идет.
Ну, не хотят вас раньше времени порадовать, да, либо хотят сделать вам сюрприз, либо вы человечек такой гордый, ничьей помощи не принимаете, и они это знают, и вот втихую хотят вам помочь. Так, и еще показывают какого-то осьминога, но мелкого. Щупальцы. Да, щупальцы. Ну, что-то нехорошее. Человек либо коварный, либо обманщик, либо такой, знаете, свои проблемы на других навешивать. Будьте поосторожнее. Человек любит плакаться, либо именно вот вызывать эмоции, что вот я такой несчастный, я инвалид, ножка болит. А на самом деле это человек, он как осьминог. Вот, лучше от таких подальше держаться. Где-то вы станете номером один, для кого-то вы станете номером один, в какой-то ситуации вы станете номером один. Перед вами люди вот так вот поклон делают, поклон, да, вот прям признают, хвалят, вам будут удивляться, вами будут восхищаться. Но а вы как-то себя не очень удобно чувствуете. Скорее всего, вы очень скромный человек, вы не привыкли быть в центре внимания. И, возможно, иногда вы даже помалкиваете, да, хотя вам всегда есть что сказать, либо всегда есть что предложить. Ну, в общем, минутка славы вас ждет. Минутка, часик, а может быть и денек, да. Вот прям люди кланяются перед вами, кланяются. Может, ситуацию спасете, либо всех этих людей спасете, да, выход найдете. Но это не беспричинно, да. Вот есть яркая причина, и люди вас признают. Хороший на самом деле знак. Главное, чтобы вы не стеснялись. Дальше показано, что горы мельчают. Ну, меньше становятся, да, визуально меньше, так, по объему меньше. Какие-то проблемы уже не кажутся такими прям страшными и неразрешимыми. Может быть, как по-другому посмотрите, под другим углом, либо поймете, а что-то я боялась, да, что каких-то проблем испугалась, да, Господи, и не такое проходили, да. Вот какой-то энтузиазм у вас чувствую. Может быть, проснетесь вы в хорошем настроении, встанете с правильной ноги. А может быть, вы накануне что-то важное узнаете. Вот какие-то проблемы вас уже не пугают. Они вот такие прям мелкие становятся в ваших глазах. Так, с какого-то человечка веревки будете видеть. Но несознательно. Нет, несознательно, не специально. Ну, так придется, скорее всего. С правой стороны это человек на вас будет работать, либо что-то для вас делать, либо все свои дела отодвинет, как бы и вашим займется. Ну вот показали, что веревки вьете. Может быть, даже немножечко себя некомфортно почувствуете в плане, что вот я пользуюсь этим человеком. Да? Еще раз говорю, вот четко идут знаки, что вы очень порядочный и очень скромный человек. И, конечно, вы сами себе скажете, ой, как неудобно. Вот что-то вы хорошее будете для этого делать. Может быть, купите тортик, может быть, проставитесь, да, подарочек какой-то купите. Да? Человек вам будет чрезмерно благодарен. Прям добро за добро. Вот так мне идет. Очень хорошее событие. Так, еще кто-то сильный, такой, знаете, мощный, сильный человек от усталости падает. А может быть, это и не усталость, может быть, болезнь, да, немножко подкосит этого человека. Здесь вот такой знак, может быть, как-то рассчитывали на этого человека, либо этот человек вам что-то пообещал, типа я сделаю, да, а у человека могут быть проблемы со здоровьем, допустим, да, либо там упадок сил, там стресс может быть. А может, человек накануне, да, погулял, погудел, и теперь ножки не держит. Да, вот здесь может быть какая-то заминка, либо придется рассчитывать на себя, да. Ну, я не вижу, что это критично, но тем не менее, да, раз информация вышла, вас хотят предупредить. Либо, если это человек мощный и сильный, вы этого человека побаиваете, допустим, да, немножко так вот как-то нерешительно в плане этого человека, то в ближайшие несколько часов, несколько дней этот человек будет просто максимально спокойным и мягким, и можно говорить и просить что угодно, да.
Вот не будет вот этой нарочитости обычной, и не будет вот этого строгого взгляда. Может, начальник ваш, да, приболеет и такой несчастненький будет, ну, можно спокойно прийти поговорить. И не ждать, что у вас что-то полетит, либо какие-то горячие словечки будут сказаны в ваш адрес. Кстати, по поводу работы. Кому-то на работе денежка идет, либо это зарплата, либо это аванс, может быть, премия. Ну вот про деньги, что-то про деньги, это так интересно и это так приятно, да, вот получать денежки. Почему-то мне кажется, что вы больше, чем обычно получите, больше, чем рассчитывали, скорее всего. Вот как-то так идет. Может, вам зарплату повысили, вот, и вы впервые получите эту повышенную зарплату. Ну, может быть, вам и премию выписали, да, причем, ну, действительно по заслугам премия такая прям хорошенькая, кажется, не копеечки, а именно хорошая премия. Так, еще вижу вас в каком-то интересном место, скорее всего, какое-то интересное. Может быть, это у кого-то в доме, да, дома, в гостях, вот, правильно сказать, в гостях. Что-то вас очень впечатлит, что-то вам очень понравится, и вы такая: о, и я хочу, да, и мне надо. Может быть, какой-то элемент декора, интерьера, может быть, как-то красиво оформленное угощение, там, блюдо, например, да, вот что-то вам очень понравится, и прям загоритесь. Я хочу, мне тоже это надо. Может, где-то в ресторанчике, в кафешке будете, да, и там что-то красиво будут подавать, там красивые приборы столовые. Вы такая: хочу, хочу, мне это нравится. Так, показывают вашего ангела. Ангел вот как-то головой качает, ну, знаете, он типа: ай-яй-яй, да, ай-яй-яй, ну как же так? Смотрите, ангел качает головой, потому что вы, ну вот как себя не щадите. Ну вот и здесь вы очень много работаете, и здесь вы себя не щадите. Возможно, это связано с вашим окружением, либо с вашей семьей. Может быть, вы там все за всеми делаете, да, всем все подносите, там, за всеми ухаживаете, там, не спите сколько положено, может быть, собой не успеваете позаниматься. Вот ангел так головой качает, такой: ай-яй-яй, да. Вот опять вы в своем репертуаре. Мои хорошие, да, вы очень заботливые, вы очень приятные, вы очень любящие, но про себя забывать нельзя. Нельзя. Когда вы забываете о себе, у вас потом болячки всякие вылазят, у вас там стрессы идут, у вас нервный тик начинается, от усталости вы с ног валитесь, да? Надо о себе не забывать. Вот ангел аж головой качает. Так, еще какой-то мужчина с вами будет говорить, но говорить он будет не о вас, не о себе, а о каком-то третьем человеке. Смотрите, все, что скажет вам этот мужчина, это все правда. Все правда. Он вам скажет правду. И даже если этот мужчина не сильно вам знаком, может быть, вы не там друзья, может, впервые его увидите, но этот мужчина вам о третьем человеке скажет правду. Может быть, даже шокирующую правду, либо горькую правду. Но это будет правда. Вот то, что вы услышите. Этот мужчина, он скажет все как есть. И прямым текстом еще, вот прямым текстом, да. Может быть, можно было как-то более поделикатнее сказать, но этот мужчина скажет прямым текстом. Так, а здесь вы что-то затеваете, готовите, может быть, а может быть, за какое-то дело беретесь. Вот мне показывают, что это как готовка, да, это какой-то процесс, да, надо все настроить, наладить, подготовить, взвесить, отмерить, да, вот как-то так мне идет. Очень долго будете готовиться, а сам процесс очень быстро пройдет, уйдет, и результат прям очень быстро вы получите. Но много времени тратите на подготовку. Вот, еще так удивитесь, скажете: ну надо же. На что я время трачу? Что происходит? Еще мне показывают какую-то музыку. Музыка приятная вам, музыка, которая настроение поднимает,
как-то позитивно на вас музыка влияет. Может быть, вы будете слушать музыку, может быть, какой-то новый трек услышите. В общем, очень вам понравится, и вы прям такая, как хорошо. Вот как гарантированно вам хорошее настроение. Здесь какой-то человек обещал вам то ли позвонить, то ли написать. Не напишет, и звонка тоже не будет. Но вот я вижу, что человек как-то замотается, забудется, да, скорее как забудется. Либо опомнится, а уже там ночь, полночь, да, куда писать, кому звонить, слишком поздно. Не ругайтесь на этого человека. Человек действительно вот делом занят, либо какая-то загрузка у него прям стопроцентная, некогда голову к небу поднять, не то чтобы там что-то написать. Не обижайтесь на человека. Будете пару дней, тогда уже все у вас будет хорошо. И напишет, и созвонитесь, да, поговорите. А сейчас как очень много работы. Так, ощущение, что я под защитой. У вас такое ощущение будет. И, возможно, это не просто ощущение, это данность. Под защитой. Я защищен, я защищена. Может быть, плохие люди вас стороной будут обходить. Может быть, прям узнаете, что плохие люди вас боятся. Может быть, кто-то вам гарантирует, что вас никто не тронет, что вас защитят. А может быть, это после какого-то обряда, ритуала, да, связанного с тем, чтобы поставить на себя защиту, оградить себя от происков зла, скажем так. Но вы прям чувствуете, что вы в крепкой такой башне находитесь, да? Прям никого не боитесь и ничего не боитесь. Это хорошее ощущение. Так, острый момент еще показан. Очень похоже, что вы как кому-то поможете, либо даже кого-то спасете, от чего-то острого и неприятного отведете. Например, вы можете дать хороший совет, вы можете протянуть руку, вы можете заступиться, да, вот как кому-то поможете. Человек настолько будет растерян, испуган, что, возможно, даже не скажет вам спасибо. Не обижайтесь на этого человека. Это все эмоции, это все страхи, это все стресс. По прошествии определенного времени этот человек обязательно к вам придет и не только спасибо скажет, но еще что-то принесет, да, вот как подарочек какой-то. Здесь добро не уйдет в землю, да, человек, ну вот именно, может быть, очень расстроен будет, да, либо испуган. Мне почему-то идет, что испуган. И сразу не сообразит, что произошло, либо сразу не сообразит, что нужно вас поблагодарить. Ну, такое иногда бывает, когда человек в стрессе находится. Нет, я вижу, что будет благодарить позже, чем тот срок, который мы смотрим, но обязательно благодарить. Мне идет, что вам что-то принесет этот человек. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.